Продолжаем дополнять информационную картину вторника. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Программа вступает в активную фазу. Соцгазификация в Якутии началась с микрорайона Северных столицы. Новые факты незаконной продажи алкоголя в Нерюнгри. Перед судом предстанет предприниматель. Время чудес. Поделиться теплом в новогодние открытки предлагают якутянам. Центр «Мои документы». В столичном микрорайоне Северный запустили газовую магистраль. Бригада Сахатранснефтегаза приступили к активной социальной газификации микрорайона. Напомним, осенью в республике начала действовать объявленная Владимиром Путиным программа социальной газификации. Она предусматривает бесплатное подведение газа до земельного участка. Региональным оператором назначено предприятие «Сахатранснефтегаз». На сегодняшний день от населения Якутии поступило свыше 2000 заявок, из них 900 от жителей Якутска. Между заявителем и предприятием заключено свыше 300 договоров. Соцгазификация началась с микрорайона Северный, откуда поступило 55 заявлений, из них 14 соответствуют критериям отбора. Это, во-первых, земельный участок, оформленный в собственность. Жилое строение, оформленная собственность. Также в данном микрорайоне должна находиться газораспределительная сеть. Да? Также заявитель должен представить ситуационный план и часовой расчет газа. Вот. Это все. Подача заявки доступна на нашем сайте aostng.ru, где есть раздел «Социальная газификация». Вы ее сразу все увидите. Она выделена таким ярко-желтым цветом. В Нерюнгри выявили новые факты незаконной продажи алкоголя. На территории района полицейские регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции. Ирина Кичигина подробнее. Так, следователям отдела МВД России по Нерюнгринскому району завершено расследование уголовного дела по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». За оборот порядка 7 тонн нелегального алкоголя перед судом предстанет нерюнгринский предприниматель. Поясните, пожалуйста, что в коробках здесь находится? Ну вот. Водка? Водка. Для чего приобрели водку? Ну, только все вот выгрузил, не знаю, дальнейшее. Надо подумать, что делать с этой водкой. Фигуранта, 59-летнего жителя города Нерюнгри, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного отдела полиции вычислили при проведении оперативных мероприятий еще весной текущего года. Предварительным следствием установлено, что обвиняемый приобрел особо крупную партию нелегально спиртосодержащей продукции с целью реализации ее через свои торговые точки и хранил в арендуемом боксе гаражного кооператива. Из незаконного оборота изъято около 14 тысяч бутылок нелегальной водки и бренди известных марок. Общий объем составил порядка 7 тонн стоимостью свыше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Также в одном из магазинов города, расположенном по улице Кравченко, реализовывалась алкогольная продукция с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров. В ходе обследования помещения магазина было обнаружено и изъято 180 бутылок алкогольной и спиртосодержащей продукции общим объемом около 100 литров. Ранее владелец данной точки уже был привлечен к уголовной ответственности за подобное нарушение. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Идем далее. 18 ледовых переправ действуют в Якутии. Открытие зимников идет согласно графику. Сроки могут корректировать, исходя из фактического состояния льда и погодных условий. Так, еще 3 ледовые переправы республиканского и муниципального значения, допущенные к эксплуатации накануне. Это Хатасы, Нижний Бестях и Покровск-Кердем через реку Лену для транспорта массой до 3 тонн, а также через реку Марху в местности Кулусунах Нюрбинского района до 20 тонн. На Ленск обрушился обильный снегопад. Пешеходам и водителям приходилось пробираться через сугробы. Гидрометцентр Якутии сообщает, циклон пришел из Красноярского края, захватив западную и юго-западную территорию региона.
За 3 дня осадков выпало чуть меньше месячной нормы, около 30 миллиметров. На улице города выехала спецтехника. Снег убирают снегоуборочный комбайн, грейдеры, погрузчики, самосвалы, бобкаты, более 12 единиц техники. За выходные дороги центра полностью расчистили. На этой неделе техника уберет территории, закрепленные за подрядной организацией. Микрорайоны Мухутуйский и Чанчик. Весь объем нашей компании чистится, но чистя дороги утром, да, к обеду, грубо говоря, ближе к вечеру этих дорог уже нету, потому что снегопад идет столбом, не прекращаясь. Техника работает вне зависимости от времени суток. Мы вышли в 2 смены, в дневную и в ночную. Получается, весь снег стараемся частями складировать, частями сразу забирать. После снегопадов обильных это все будет вывозиться, зачищаться. Образование – важная сфера жизни, и роль школьного педагога сложно переоценить. Выявить лучшие команды учителей, провести для них образовательные программы, объединить общей целью и идеей. Такова задача конкурса президентской платформы «Флагманы образования». Реализовать свои педагогические качества и знания просто. Достаточно подать заявку на участие в этом проекте. Подробности в нашем сюжете. По всей России полным ходом идет заявочная кампания на участие во всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Цель конкурса – выявить и поддержать талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств. Для участия в конкурсе необходимо собрать команду в составе 4 сотрудников одной общеобразовательной организации, руководителей 1 и 2 уровня, классных руководителей и учителей-предметников. Призеры получат возможность проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны. В конкурсе нет ограничений. К участию приглашаются как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж. Расширяем конкурс действительно для того, чтобы у еще большего количества людей в нашей стране была возможность реализовать свои таланты и свой потенциал. Нам бы очень хотелось, чтобы учителя, которым мы благодарны за их труд, становились руководителями школ, становились руководителями департаментов образования, министрами образования, выходили на федеральный уровень. Я желаю всем успеха и с нетерпением ждем наших участников. Участие в конкурсе бесплатно. Заявите о себе. Регистрируйтесь на сайте флагманыобразования.рф. Время чудес. Новогоднюю акцию с таким названием запустил Центр «Мои документы» совместно с Почтой России, Технопарком, а также Агентством развития туризма и территориального маркетинга. Так, каждый горожанин может поздравить своих родных и близких не в соцсетях, как мы все привыкли, а старым способом, написав новогоднее послание в открытке. Дизайн открыток – это 5 фотографий блогера Натальи Конешниковой, и каждая из них рассказывает о Якутии. Акция бесплатная. Заполнить открытку и поместить ее в почтовый ящик можно в центрах «Мои документы», а также в самом технопарке. Акцию проводят впервые, но организаторы уверены, что она понравится горожанам и станет традиционной. Ведь вместе с открыткой приходит частичка тепла и положительных эмоций. Цель акции, она родилась так внезапно. Мы просто подумали, что в период пандемии, мы уже 2 года живем, работаем в таких условиях, стали чуточку меньше общаться друг с другом. И было бы хорошо предоставить нашим заявителям возможность отправить добрую весточку своим близким и родным. Это очень приятно, на наш взгляд, получить такую весточку, особенно тем, кто давно это не делал, и возродить эту добрую старую традицию. Акция «Время чудес» у нас началась вчера, 6 декабря, и наши заявители в окнах уже подписывают эти открыточки и кладут в почтовый ящик. Под эгидой десятилетия филармонии прозвучал заключительный концерт проекта «Услышать будущего зов» об уникальном симфоническом оркестре «Симфоника Арктика», а также о развитии искусства, культуры и брендов республики, расскажет Мальфирина Алексеева.
10 лет назад в Якутии была создана филармония, один из крупнейших коллективов – Государственный симфонический оркестр «Симфоника Арктика». Сегодня коллективу подвластны произведения любой сложности, от Моцарта до современных композиторов. И можно сказать, что мы произвели эффект неожиданного появления на этой симфонической карте одного очень крепкого оркестра. А самое главное, у нас молодые перспективные музыканты, которые уверенно играют, тонко чувствуют музыку. И, конечно, не каждый субъект нашей большой страны может позволить себе вот за такой короткий период создать оркестр, и который за 10 лет станет одним из лучших региональных симфонических оркестров страны. Одним из самых значимых событий в мире культуры и искусства в Якутии стало строительство единого архитектурного комплекса Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств. Концертный зал центра будет оснащен естественной акустикой. Комплекс станет одним из самых современных на Дальнем Востоке. Впервые в Якутии станет возможным проведение музыкальных мероприятий любого уровня. Сам маэстро Валерий Гергиев, он приезжает к нам уже 4-й раз и выразил поддержку о том, что вот действительно Якутску крайне необходим вот акустический зал для того, чтобы мы вошли в орбиту гастролей концертных организаций страны, лучших музыкантов страны. И сказал, что видит уже в будущем такой треугольник своих гастролей на восток, имеется в виду Мариинский театр, Кемерово, Якутск и Владивосток. Это, конечно, очень радует. Строительство культурных объектов будет реализовано по всей республике. За счет федеральных и республиканских средств, в том числе национального проекта «Культура», в селах Якутии построят более 30 купольных домов, которые будут взаимодействовать с Арктическим центром, создавая огромную культурную систему. По поручению лично главы Александра Сергеевича Николаева у нас в следующем году строятся в районных центрах, в Барагонцах, Намсах откроются огромные дома культуры. И такие же дома культуры открыты год назад в Сунтарах, в Вилюйске. Такой же дом народный и драматический театр в следующем году мы откроем в Нюрбе. То есть сеть наша обрастает огромным количеством помещений, в которых востребовано наше искусство. Якутия интересна миру во многих геокультурных сферах. К примеру, сегодня Арктическим институтом и Северо-Восточным университетом проводится 2-й международный арктический хронотоп. В рамках мероприятия организованы выставки, конкурсы, научно-практические конференции, мастер-классы и семинары с участием профессиональных художников, преподавателей и студентов учебных заведений культуры и искусств России и зарубежья. Представители французского института ЛИСА очень вдохновились совместным проектом между СВФУ и АГИКИ, где, встретившись на онлайн-площадке, институты обменивались культурой, традициями, бытом и научными работами студентов. Весь опыт и совместную работу воркшопа гости запечатлели на бумаге в виде художественных публикаций во льду. Тема нашего воркшопа – это «В поисках холода». Учитывая, что в Британии очень умеренный климат, понятие холода для нас имеет иной смысл. Это работа «Наши поиски холода». Преподаватели из престижного французского института дизайна проведут семинары и лекции студентам-участникам. А сейчас они дальше знакомятся с культурой Якутии. Марферина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на канале Якутия-24.